Сегодня мы будем разговаривать об основах наукометрии, а точнее, мне бы хотелось, да, так как мы живем в Республике Казахстан, и мы все, думаю, все ученые в нашей стране участвуют в грантовом финансировании от Министерства науки и высшего образования, я вам просто покажу для примера, да, где вы можете вообще увидеть эти показатели наукометрические, да, какие требования к наукометрическим показателям у нас со стороны государства. Я объясню вам разницу между импакт-фактором и сайт-скор, если она вообще эта разница, да, мы разберемся в процентилях, квартилях, я объясню вам вообще, что такое индекс Хирша, когда он появился и зачем он вообще нужен, ну и дам некий такой список, который вы можете себе сохранить, такие подсказки о том, как не попасться на хищнический журнал. Ну, я думаю, что наш вебинар продлится где-то плюс-минус минут 40, поэтому давайте начнем. Итак, перед вами, я прошу прощения, здесь наверху написано МОН-РК, понятно, что на данный момент министерство называется Министерство науки и высшего образования, но это у нас с прошлого года остался слайд, поэтому он в таком виде у нас и зафиксировался. Ну, я поменяю. Итак, я думаю, что все ученые вообще в Казахстане прекрасно осведомлены и знают о том, что ежегодно Министерство науки и высшего образования предоставляет конкурсы на грантовое финансирование, да, проводит конкурсы на грантовое финансирование, в рамках которых ученые-исследователи могут профинансировать свои проекты. Понятно, что эти проекты, они должны как-то отслеживаться, как-то контролироваться, скажем, так как государство дает деньги, понятно, что эти деньги нужно, ну, скажем так, иметь от них какую-то обратную связь. Поэтому, конечно же, есть требования к ученым, и эти требования всегда касаются наукометрических показателей. Единственный конкурс, в рамках которого не нужно писать никакие статьи и нигде публиковаться, это конкурс на коммерциализацию результатов научно-технической деятельности. Ну, просто потому, что природа этого конкурса совершенно иная. Я, на самом деле, о конкурсах на грантовое финансирование могу говорить очень долго, потому что я в этой сфере проработала 12 лет, но у нас сегодня вебинар совершенно о другом. Вот. Я не буду останавливаться на каждом из показателей, которые есть в конкурсной документации. Здесь я вам просто для примера, вы можете их просмотреть, когда я вам отправлю саму презентацию. В презентации вы увидите эти слайды, можете ознакомиться. Да? Собственно, что требует от вас государство, как от ученого, который реализовывает проект в рамках грантового финансирования? От вас требуется несколько статей, это, как правило, либо 2 статьи, вот вы видите, да, в первом, втором, третьем квартале по Web of Science, либо 1 статья в журналах первого кварталя. Здесь есть, конечно, небольшие опечатки, оговорки, ошибки, которые вы можете использовать, скажем так, ну, в свою пользу. Но, тем не менее, общая суть всех грантовых конкурсов и, ну, как бы, и требований к публикации в том, что вы должны опубликовать несколько статей в журналах с разным квартелем, с разными перцентилями. Как вы видите, да, если это перцентили, они начинаются, требования, допустим, не менее 35 перцентиль, если это квартель, то это не менее 3-го кварталя. То есть, в принципе, журналы 4-го кварталя, наша конкурсная документация, да, государственное министерство, она даже не рассматривает эти журналы, хотя, если быть уже откровенными и до конца, да, говорить о науке в Казахстане, на сегодняшний день, наверное, основная масса наших исследователей все-таки пока что еще находится на уровне 4-го, 3-го кварталя журналов. Конечно, у нас есть ученые, которые публикуются в 1-м квартале и в журналах 2-го кварталя, но если быть честными с самим собой, мы можем понять, все-таки пока что мы находимся, основная масса все-таки на уровне 3-го и 4-го кварталя. И хотелось бы, конечно, чтобы это тоже учитывалось. Но вот вы можете более ознакомиться, когда я вам отправлю презентацию, вы видите, да? То есть минимальный перцентиль, который от вас требуется, это не менее 35, минимальный кварталь, соответственно, это 3-й кварталь. Давайте... Вот я вам показала саму конкурсную документацию, но мы теперь должны разобраться, да, что такое импакт-фактор и что такое сайт-скор. Я сейчас не буду включать, ну давайте, ладно. Вы сейчас не смотрите на этот слайд, мы о нем не разговариваем. Я вам хочу рассказать некую такую предысторию к этому слайду. Он может показаться очень сложным, но на самом деле это наипростейший слайд. Когда я провожу семинары, будь то вебинары,
постоянно получаю один единственный вопрос: а как мне опубликоваться в Scopus? Меня очень выводит этот вопрос на самом деле, потому что он в корне звучит неверно. И слышать такой вопрос от исследователя и от ученого очень болезненно для меня, потому что опубликоваться в Scopus невозможно. Вы не публикуетесь в Scopus, вы не публикуетесь в Web of Science. И главное, никто не говорит опубликоваться в Web of Science. Все говорят опубликоваться в Scopus, как будто Scopus это единственная платформа, ну, которая вообще существует в этом мире. Опубликоваться в Scopus невозможно просто потому, что Scopus не издает журналы. Запоминаем, Scopus не издает журналы, мы не публикуемся в Scopus. Мы публикуемся в журналах, которые индексируются Scopus или Web of Science. В мире очень много издательств, на самом деле порядка, ну, больше 600 издательств точно, говорят, что их под 1000, никто конкретно их не считал, но академических издательств и того меньше. Есть издательства полнотекстовые, они так за себя и говорят, полные тексты, то есть издательства полных текстов. Это те издательства, которые публикуют, издают сами статьи и сами журналы. Это нормальный издательский, академический дом, который создает для вас контент, который вы должны читать. То есть это прям вот такое издательство, как Wiley, такое издательство, которое как Taylor & Francis, как Springer. Это прям полноценные издательства, которые печатают. Раньше печатали, сейчас онлайн выпускают журналы и статьи. То есть, зайдя на платформу, допустим, нашего издательства Wiley, вы можете полноценно скачать статью, которую вы можете прочитать, процитировать, использовать в своей работе, делать с ней все, что вы захотите, с полнотекстовой статьей конкретного автора. Есть другие издательства. Поймите, пожалуйста, здесь вот очень нужно понять. Есть издательства реферативные или реферативные базы данных. Издательство на самом деле это это на самом деле это, нормальное издательство, да, которые вот эти базы данных реферативные, скажем так, изобрели, да, это база данных Web of Science относится к издательству Clarivate, я думаю, все и о нем знают. База данных Scopus относится к издательству Elsevier. То есть эти издательства, помимо того, что у них есть еще полный контент, да, у них есть платформы, инструменты для оценки журналов, для оценки, ну не качества, скажем так, а цитируемости конкретного журнала и конкретной статьи. То есть вы должны понимать, что есть полнотекстовые базы данных и есть реферативные, библиографические базы данных. Это базы данных, которые индексируют, оценивают тот контент, который издается полнотекстовыми издательствами. Давайте не запутаемся. Есть две известные реферативные базы данных, которые индексируют журналы, оценивают. Когда я говорю индексация, это оценка журналов. Первая база данных – это Web of Science, и вторая база данных – это Scopus. Это совершенно разные базы данных, которые индексируют журналы. В чем различие? Почему на сегодняшний день мы должны учитывать и Web of Science, и Scopus? На самом деле, почему вы должны учитывать и Web of Science, и Scopus, мне непонятно, это уже такая политика нашей страны. Но вот так вот есть, поэтому я вам буду объяснять, чем отличаются. Еще раз, ни Web of Science, ни Scopus не издаются журналы, там нет полных текстов, это просто индекс. Это журналы, это издательства, которые индексируют журналы. Индикатором платформы Web of Science является импакт-фактор. Это численный показатель цитируемости статей, которые опубликованы в данном конкретном научном журнале. Импакт-фактор появился в 60-х годах, в конце 60-х, в начале 70-х годов и ежегодно рассчитывается Институтом научной информации. Институт научной информации находится в Соединенных Штатах Америки. Еще раз повторяю. Индикатор Web of Science называется импакт-фактор. То же самое в 2016 году придумывает Elsevier и называет свой индикатор SiteScore.
Ну, у Elsevier есть, вот, получается, сама база данных называется Scopus, вот, который вы говорите, опубликоваться в Scopus. То есть Elsevier создает базу данных Scopus, и этот Scopus, индикатор Scopus называется SiteScore. Индикатор Web of Science называется Impact Factor. И вот если вы посмотрите сейчас на экран, вы видите, что вот сверху у меня информация по SiteScore, снизу по Impact Factor и их соотношение. SiteScore – это точно такой же численный показатель цитируемости статей, опубликованных в конкретном журнале. И то, и Impact Factor, и SiteScore – это просто численный показатель цитируемости статей. Но в чем различие? Различие лишь в том, что SiteScore учитывает количество цитируемости статей за 4-летний период, а Impact Factor за 3-летний период. Как они высчитываются? Берется, допустим, нам нужно посчитать импакт-фактор за 2019 год. Мы берем количество цитирований за 2019 год и делим на количество статей в этом журнале за 2 предыдущих года. Еще раз. Чтобы посчитать импакт-фактор 2019 года или 2020 года, 2021 года, неважно, вы берете количество цитирований в этом журнале за, допустим, 2019 год и делите это количество на количество статей в этом журнале за 2 предыдущих года. То же самое делает Scopus со своим SiteScore. Как посчитать SiteScore по Scopus? Просто вы берете количество цитирований за 2019 год и делите его на количество изданных статей в этом журнале за предыдущие 3 года. Не за 2 года, а за 3 года. Вся разница лишь в количестве годов, которые учитываются Scopus и которые учитываются Web of Science. Еще раз повторю, импакт-фактор относится к Web of Science. Вы видите снизу, да, нашей презентации слайда, внизу, как высчитывается импакт-фактор, сверху, как высчитывается SiteScore. Неважно, какой индикатор вы используете, приблизительно это все одно и то же. И журналы, которые индексируются и импакт-фактором, и SiteScore, это приблизительно одни и те же журналы. И оцениваются они примерно в одинаковой, скажем так, шкале, то есть на одинаковом уровне. Если по импакт-фактор журнал оценивается на очень высоком уровне, соответственно, по SiteScore он тоже будет приблизительно на этом уровне. Вообще, на самом деле, критики к обоим из этих численных показателей очень много, потому что эти индикаторы показывают только количество цитируемости статей. Эти индикаторы, к сожалению, они не могут ничего рассказать о качестве этих статей. И вот в этом месте они как раз-таки терпят очень много критики. Еще такое небольшое различие между SiteScore и импакт-фактором – это то, что SiteScore индексирует все публикации. И монографии, и обзорные статьи, и обзоры, и так далее. Импакт-фактор не индексирует обзоры и монографии. То есть импакт-фактор, он более такой жесткий, скажем, показатель, и поэтому, наверное, в мире все-таки импакт-фактор, ну, скажем так, пользуется большим авторитетом. Но, тем не менее, на сегодняшний день, да, вы знаете, что у нас воспринимается и Scopus, и те журналы, которые проиндексированы и в Scopus, и те журналы, которые имеют импакт-фактор. Я надеюсь, здесь довольно-таки понятно я объяснила, да, что, опять-таки, вы не можете опубликовать статью в Scopus, вы можете опубликовать статью в журнале, который будет проиндексирован Scopus или Web of Science. Индексируются статьи 1 раз в год. Ну, понятно, что это где-то будет начало следующего года, когда вы сможете узнать индексацию конкретного журнала. Индексируются они 1 раз в год. Это инструменты оценки журналов. Это не что иное. Это вы не можете опубликовать, еще раз говорю, статью ни на Web of Science, ни в Scopus. Такого, в принципе, не существует. Как они считаются, да? То есть мы должны понимать, что и у импакт-фактора, и у SiteScore есть определенная шкала,
которая дает оценку тому или иному журналу. Мы привыкли, что эти показатели, они оценивают качество журнала, хотя на самом деле это показатель цитируемости. И качество на самом деле, если уж так откровенно говорить, здесь не очень-то и много, ну, то есть схожий, ну, ничего близкого к качеству на самом деле здесь нет, потому что не совсем корректно говорить, что чем больше цитируется журнал, тем он качественнее. Тем он популярнее, да, но про качество, конечно, здесь я бы, наверное, так не сказала. Но, тем не менее, мы привыкли говорить о том, что чем выше импакт-фактор у журнала, да, чем выше процентиль у журнала, тем он качественнее, тем он, скажем так, более имеет, ну, более высокий стандарт редакторской коллегиальной группы, рецензирования и так далее. Вы видите вот здесь на слайде, слева у нас Web of Science Impact Factor, справа у нас Scopus SiteScore. Сверху вот я просто указала, кому принадлежит данная реферативная база данных. То есть вы видите, да, что ну, это компании, две разных компании. И здесь есть у нас график соотношения журналов. Когда вам говорят, да, первый кварталь журнала, вы можете посмотреть, что импакт-фактор у нас высчитывается в кварталях, и кварталей у нас 4. Первый кварталь, второй кварталь, третий кварталь и четвертый кварталь. А сайт-скор, который по Скопусу, он у нас высчитывается в процентилях, процентили, перцентили, в принципе, и так верно, как вам удобно, так и можете говорить. Вот я говорю в перцентилях. Сайт-скор высчитывается в перцентилях от 1 до 100. По сути, это тот же процент от 0 до 100%. И здесь вы видите соотношение, да, что к первому кварталю журналов относятся журналы со 100 перцентилей по 75 включительно, ко второму кварталю относятся с 74 по 50 включительно перцентилей и так далее. Третий кварталь до 25-49 и последний кварталь, четвертый кварталь, это перцентили с 24 по 1 включительно. То есть вы видите соотношение. Когда вам говорят, вы можете приблизительно в голове понять, что если вам говорят, что журнал имеет 75 процентиль, то, конечно, он уже относится к первому кварталю журнала. Все, что выше 75 процентилей, это уже первый кварталь журнала. Ну, вот такая вот градация у нас существует. На самом деле, для чего нужна эта градация, да? Это такая градация узнаваемости качества журнала, да, и вообще принято, ну, говорить, что все те статьи, которые самое сложное, наверное, опубликоваться все-таки в журналах первого кварталя, потому что это самые популярные, первый, второй квартал, это самые популярные журналы научные, которые ну, они, наверное, самое главное, их отличие от третьего и четвертого кварталя, что они всегда публикуют только статьи с оригинальным научным методом, безукоризненной уникальностью подаваемого, публикуемого материала, максимально детальном анализе проблем ее решения, то есть и так далее и тому подобное. Журналы первого-второго кварталя, все статьи, максимальное количество статей, конечно, они должны быть основаны на каком-то количестве экспериментов, на современных технологиях, на методах. То есть это такие, скажем, безукоризненные статьи, которые содержат в себе полностью методологию, ту, которая должна быть, да, какое-то очень глубокое исследование, какую-то новизну, инновацию и так далее. Журналы третьего и четвертого кварталя, они, конечно, относятся к менее цитируемым, поэтому они, соответственно, относятся к третьему и четвертому кварталю, но, тем не менее, несмотря на то, что это журналы находятся на третьей и четвертой ступени по количеству цитирования, это не говорит о том, что они там очень низкого качества и так далее. Это лишь говорит о том, что да, эти журналы, они рассчитаны более на молодых ученых, которые ну, только-только делают первые шаги в науке, которые хотят опубликовать какую-то свою работу, ну, не имеющую, скажем так, какое-то глобальное значение и очень там, новизну, какую-то инновацию в своем содержании. Тем не менее, любой журнал, который относится и к четвертому, и к третьему, и ко второму, и к первому кварталу, конечно, они содержат в себе, ну, есть редакторский совет, который решает о том, публиковать статью или нет в этом журнале. Это журналы, все журналы любого кварталя, любого процентиля имеют одинаковую систему редактирования статей, одинаковую систему рецензирования статей. Единственное, в журналах первого и второго кварталя эти, скажем так, условия более жесткие.
подход более жесткий, потому что ваша статья должна быть безупречной и оригинальной. Все, вот это вот самая большая разница между подачей статей в журналы. Вот. Нужно понимать, что ни Scopus, ни Web of Science, конечно, вам не гарантируют того, что журнал не является хищническим. На сегодняшний день уже многие журналы, которые являются хищническими, они могут иметь и индексацию и в Scopus, и в Web of Science, но благо эти платформы очень быстро работают над этим, и, конечно же, они их очень быстро вычисляют и удаляют из сетки, из системы. В 2019 году, да, у нас казахстанские ученые, 200 ученых опубликовались в журналах хищнических, которые были проиндексированы Scopus. С Web of Science, кстати, этого никогда не было, но вот в Scopus такое было в 2019 году, и Scopus исключил 3 хищнических журнала из своей базы. Но так как мы все-таки относимся к издательству Wiley, да, где у нас на платформе найти информацию, допустим, если у вас нет доступа ни к Web of Science, ни к Scopus, как вообще найти информацию по журналу, по наукометрии журнала. Я еще раз повторяю, коллеги, что и Web of Science, и Scopus – это практически отзеркаливание друг друга, отзеркаливание индексации журналов. Еще раз повторюсь, что если сайт-скор у журнала очень высокий, то на этом же уровне у журнала будет и импакт-фактор. То есть если журнал по сайт-скор, по Scopus, допустим, имеет 85%, то и по импакт-фактору понятно, что он будет входить в первый квартал. Редко бывает такое, что если журнал относится по Web of Science к первому кварталу, то по сайт-скору он будет относиться, у него будет, допустим, там менее 70%. Такое происходит очень редко, поэтому сразу сообщу, что, в принципе, журналы приблизительно одинаково все индексируются. Так вот, на нашей платформе Wiley Online Library вы также можете найти вот эти все данные, о которых я говорила. Вы можете найти, так как мы работаем близко с компанией Clarivate, мы публикуем именно данные по Web of Science. То есть мы опубликовываем импакт-фактор журнала. Смотрите, вы можете, допустим, вы знаете, какой журнал, или вы не знаете, какой журнал, неважно, но здесь я конкретно показываю на примере одного журнала, но, допустим, вы знаете, какой журнал вам нужен, в котором вы, допустим, хотите опубликоваться. Вы можете вбить его также на платформе Wiley Online Library, и вот, допустим, я вбиваю журнал Global Change Biology, у меня выходит вот такой вот экран, то, что сверху слева, и вы здесь нажимаете, видите, желтым я выделила на сам журнал, вот Global Change Biology. У вас открывается вот такой вот экран с названием журнала. Посмотрите вот в нижний угол правый. Здесь вы видите вот сам журнал Global Change Biology. И на каждом журнале, который есть на Wiley Online Library, вы увидите информацию о его наукометрии. Здесь есть цифра Impact Factor. Здесь есть 5-летний импакт-фактор, и здесь есть, видите, вот этот индекс JCR. Почему? Потому что это все те журналы, которые публикуются в Journal Citation Reports. Это тот отчет, который издается научным институтом информации в США раз в год. Поэтому называется этот показатель JCR. Вот, вы видите здесь 3 категории. Смотрите, Biodiversity Conservation, 1 из 60, да, 5 к 166 по Ecology и 9 к 274 по Environmental Sciences. Что это вообще означает? Даже не имея доступа к Web of Science, вы уже видите здесь импакт-фактор, но импакт-фактор 10,8 на самом деле вам вообще ни о чем не говорит, потому что непонятно, да, и что 10,8? 10,8 по каким-то журналам может быть просто заоблачный импакт-фактор. А по каким-то журналам это может быть очень низкий импакт-фактор. Еще раз скажу, что и импакт-фактора, и сайт-скор нету определенной шкалы. Нет такого, что импакт-фактор высчитывается от 0 до 10 или от 0 до 100. Нет такого, что сайт-скор также высчитывается. У них нету точной определенной шкалы. Чтобы понять, что импакт-фактор у журнала хороший, вы должны просто открыть категорию журналов, к которым относится этот журнал, и посмотреть на сравнение. И все. То есть другого выхода здесь нет, и другого выбора тоже здесь нет. Я понимаю, было бы удобно, если была какая-то шкала по импакт-фактору, и вы могли сказать, да, вот журнала
импакт-фактор, допустим, 99, и вы бы понимали, что это хороший журнал, но здесь такого нет. Журнал с самым высоким импакт-фактором в мире, у него 749 импакт-фактора, и он относится, это наш журнал, журнал Wiley по медицине. У него самый высокий импакт-фактор в мире. То есть понятно, да, что опять-таки у какого-то журнала 749, а у какого-то журнала импакт-фактор может быть 3. И тройка – это может быть прекрасный импакт-фактор. Поэтому на импакт-фактор особо не зацикливайтесь, потому что он вам сейчас пока что ничего не говорит. Но как понять, что это хороший импакт-фактор? Здесь же вы видите, опять-таки, вот я вам уже процитировала, да, 3 шкалы. Вы видите, смотрите, по категории, это мы берем из информации Clarivate Analytics, то есть это прям с платформы Web of Science берется информация. Я вам покажу сейчас позже как. Я уже сразу, глядя на вот эти цифры, понимаю, что импакт-фактор 10,8 это очень высокий импакт-фактор. Как? Здесь журнал оценивается в 3 категориях. Биологическое разнообразие, экология и науки окружающей среды. 3 категории. По биологическому разнообразию журнал на 1 месте из 60. По экологии журнал на 5 месте из 166 журналов. Это по всему, ну, получается, по всей базе Web of Science, то есть практически по всему миру. Среди журналов науки об охране окружающей среды вы видите, да, что журнал находится на 9 месте из 274 журналов этой категории. О чем это говорит? Это говорит о том, если вы вытащите и отсюда процентное соотношение, ну все же умеют считать процентное соотношение, да, тогда вы увидите, что по всем 3 категориям данный журнал относится к 1 кварталу. Он на 1 месте из 60, на 5 месте из 166 журналов, на 9 месте из 274. То есть это очень хороший журнал, который относится к 1 кварталу. Соответственно, если этот журнал относится к 1 кварталу и занимает такие позиции, данный импакт-фактор является очень высоким показателем для этой группы отрасли и для этой группы журналов. Как проверить то, что это вы можете спокойно найти на платформе Wiley Online Library. Поэтому, если вы работаете с нашей платформой Wiley Online Library, то, в принципе, вы будете знать, к какому кварталу, да, относится журнал и индексируется ли он вообще. Ну, наши журналы все индексируются, поэтому этот вопрос даже можно не поднимать. Как проверить вот эти цифры через Web of Science? Вы заходите на платформу Web of Science, вот так вот она выглядит, кто не знает, можете сюда сейчас зайти, я думаю, что у всех, в принципе, есть доступ, и вбиваете название журнала. Вот я вбила название Global Change Biology, вот название Global Change Biology, мы вбиваем сюда, и мы нажимаем Search, Enter, выходит вот сам журнал, желтым указано Global Change Biology. Когда вы курсором наводите сюда, на этот журнал, курсор, у вас выпадает вот такое вот окошко. И вы видите те же цифры, которые я вам только что показала. Да? Импакт-фактор 10,8. Вот он на платформе Wiley. 10,863, если быть точнее. Вот он. Это количество цитирований. Еще раз, да, импакт-фактор у нас просто численный показатель количества процитированных статей. И вы видите JCR. Вот Source Journal Citation Reports. Вот он. И вы видите, да, каждую категорию. Вот. Кварталь 1, как я сказала, 1 журнал из 60, 5 журнал по экологии из 166 относится к 1 кварталу, и Environmental Sciences тоже относится к 1 кварталу. То есть по всем 3 категориям журнал относится к 1 кварталу. Если вы хотите узнать, а какие остальные журналы, допустим, более подробно вот эту раскладку получить по вот этим 3 категориям, или увидеть процентили, может быть, вам нужен именно процентиль. Вы же не знаете, да? Первый, ну, здесь понятно, какой процентиль будет. Ну, допустим, здесь может быть другая цифра, не 1 стоит, допустим, 12. И вам нужно понять, какой процентиль. Вы нажимаете на вот эту вкладочку Journal Citation Reports, и у вас открывается вот такое вот окошечко. Открывается вот такое вот окошечко, где вы видите, опять-таки, смотрите, Rank by Journal Impact Factor. Здесь вы видите, опять-таки, место журнала в категории, кварталь
И здесь вы видите процентиль. Вот, вы видите процентиль 99, 99, 99. И по категории экология вы тоже видите 97, 29, 96, 15 и так далее и тому подобное. То есть, в принципе, платформа вам позволяет увидеть уже даже и процентиль, который вам, возможно, нужен, для того, чтобы вы понимали, в каком журнале, какого конкретного процентиля вам нужно опубликовать вашу статью. То же самое вы можете проделать и в базе данных Scopus. Возможно, вам нужно опубликовать именно статью в базе данных, ну, которая индексируется Scopus, в журнале, который индексируется Scopus. Вы заходите на платформу Scopus. Вы также вводите, вот так вот у вас будет такое окошко, вот наверху которое, вы вводите название журнала Global Change Biology, нажимаете Search, поиск, и у вас выпадает вот такое окошко. Здесь название статьи, а здесь вот вы видите source, журнал, сам журнал Global Change Biology. Вы нажмете на него и не пугайтесь, пожалуйста. Вы увидите вот такое окно в Scopus, да. Видите издательство, что это издательство Wiley Blackwell. Wiley Blackwell это тоже мы, это Wiley. У нас был ребрендинг в 2018 году. И вот здесь вы видите сайт Score, SGR. Вот смотрите, сайт Score вы видите 15,5. Опять-таки 15,5 вам ни о чем не говорит, но, кстати, Scopus удобнее тем, что они сразу показывают, как вычислился этот сайт Score. Сайт Score и Impact Factor. Сайт Score, Impact Factor. Соотносите Impact Factor или сайт Score. То есть это, в принципе, одно и то же, просто разные названия в разных базах данных. Но индикатор одинаковый. Вы видите, да, вот здесь сайт Score, как он посчитался, вот количество цитирований поделили на количество документов. Вот как раз-таки вы видите, что сайт Score 15,5. И здесь ниже вы можете увидеть, да, как по сайт Score у нас оценивается журнал. Вот он на 3-м месте по сайт Score Global Change Biology, у него 98 процентиль. Это по Environmental Sciences, General Environmental Science. Вот вы видите, экология то же самое, Global and Planetary Change. То есть вы видите, что в принципе журнал индексируется и Web of Science, и Scopus, и там у него хорошие высокие показатели, о чем вы, собственно, изначально могли увидеть на платформе Wiley Online Library, когда вы получали информацию о самом журнале. Вот эта информация, она есть всегда на шапке любого журнала, вы можете найти вот эту вот информацию и посчитать самостоятельно. Но, тем не менее, вот Scopus тоже его ранжировал, он поставил его единственно на 3-е место, Web of Science его поставил на 1-е место, по экологии здесь он стоит на 7-м месте, вы можете видеть, но суть от этого не меняется, неважно, на каком месте стоит журнал, важно, что он в 1-м квартале, и действительно он остается в 1-м квартале, и у него 98%. Я думаю, вот до этого места, в принципе, было понятно. Сейчас мы поговорим о том, что такое индекс Хирша. Если будут сейчас вопросы, вы запишите, пожалуйста, чтобы в конце презентации могли задать. Потому что на самом деле очень важно разобраться именно в импакт-факторе и SciScore. Я еще раз повторяю, что в принципе это одинаковые платформы, просто разных издательств, которые индексируют приблизительно на одинаковом уровне журналы, которые издаются издательствами. Поговорим об индексе Хирша. Почему вообще я решила о нем поговорить? Потому что были вопросы об индексе Хирша, вообще откуда возник этот индекс, зачем он нужен и что с ним делать. На самом деле первый раз лично я с индексом Хирша столкнулась, когда у нас в правилах о членстве в национальные научные советы появилось требование о том, что человек, который сидит в национальном научном совете, должен иметь индекс Хирша не менее 2. Тогда вот я впервые услышала, это был 2016 год, я вот впервые услышала вообще об индексе Хирша. Что такое индекс Хирша, да, и зачем вообще он нужен? И кто такой Хирша? Хирша на самом деле это фамилия человека. Зовут человека Хорхе Хирша, он работал в Калифорнийском университете в Сан-Диего, и первоначально в 2005 году это аргентино-американский физик Хорхе Хирша предложил данный индекс для оценки продуктивности физиков. Почему физиков? Потому что физика, она не динамично развивающаяся наука.
На самом деле, почему вообще возникла эта проблема оценки продуктивности физиков? Потому что Соединенные Штаты Америки очень большие деньги выделяли физикам для изучения, ну, проведения исследований. Но так как физика такая наука, она очень, скажем так, не то чтобы последовательная, но она очень такая фундаментальная и не очень динамично развивающаяся. Соответственно, физики годами сидели в своих лабораториях и ничего, ну, на первый взгляд, как будто бы они ничего не придумывали. Тогда руководство университетов задались вопросом, вообще работают ли наши физики, что вообще они делают и как проверить их продуктивность. Потому что зачастую физики могли сказать, ну, у нас этот эксперимент не прошел, ну, потому что физика такая наука, да, вы не можете ее предсказать. И вот Хорхе Хирша предложил оценивать продуктивность физика по количеству статей и цитирований, которые они издают. То есть, таким образом, физиков заставили, скажем так, публиковаться больше и чаще, для того, чтобы хотя бы через публикации, ну, как бы, скажем так, публика, да, общество могло видеть, что физика, ну, физики что-то вообще делают, проводят какие-то работы. После этого, после того, как увидели, что действительно этот индекс, в принципе, может оценить продуктивность ученого, соответственно, этот индекс начал применяться и в других направлениях науки. Индекс Хирша является количественной характеристикой продуктивности ученого, либо группы ученых, и можно оценить продуктивность целой научной организации или даже страны в целом. То есть нельзя говорить, что индекс Хирша относится только к ученому. Это может быть и мы можем вычислить Хирша Казахстана, допустим, который будет основан на количестве публикаций и количестве цитирований. Как он высчитывается? На самом деле, вот здесь вы видите в зеленой, вот здесь вот можете посмотреть, что ученый имеет индекс H, индекс Хирша, если определенное количество его статей процитировалось определенное количество раз. То есть тот минимум, который был достигнут в количестве статей, и будет индексом Хирша. Допустим, если у автора есть 8 статей, и каждая из 8 статей, каждая из 8 публикаций была процитирована в работах других ученых по 8 раз, то, конечно, индекс Хирша будет у автора 8. То есть если у автора есть 8 статей, каждая из которых минимум была процитирована по 8 раз, то индекс Хирша у автора будет 8. Если у автора есть 8 статей, и каждая из статей процитировалась по 150 раз, индекс автора Хирша будет сколько? 8. Почему? Потому что для того, чтобы рос индекс Хирша, должна расти не только цитируемость, но должно расти и количество статей. То же самое. Если опубликовано автором 20 статей, но на каждую из статей есть только по одной ссылке, то индекс этого автора будет равен 1, индекс Хирша. Здесь нужно понимать, что если ученый опубликовал один труд, который процитировали 100 раз, то индекс Хирша у него будет 1. На самом деле это такая очень, ну, для кого-то кажется, это очень сложная математика, на самом деле это абсолютно несложная математика, и есть самый такой легкий способ посчитать индекс Хирша любого ученого. Вы просто вот видите, да, слева вы указываете, сколько статей, сколько раз было процитировано. То есть вот смотрите, располагайте все свои публикации в столбик в порядке убывания их цитируемости, да? И та строчка, где совпадает порядковый номер статьи с количеством цитируемой, и показывает индекс Хирша автора. То есть здесь вообще в чем сущность этого индекса? Сущность в том, что ваша работа не только должна цитироваться, но вы должны все время увеличивать количество публикуемых работ. Еще раз повторю, даже если у вас будет 10 статей, каждая из которых была процитирована, допустим, по 1 разу, ваш индекс будет равняться всего лишь 1, потому что у вас 10 статей процитировано 1 раз. Если ваши 10 статей процитированы каждая по 10 раз, то индекс Хирша будет 10. Но если ваши 10 статей были процитированы каждая по 100 раз,
Ваш индекс Хирша не будет 100, ваш индекс Хирша будет 10, потому что у вас должно расти количество статей. Если, допустим, у вас 10 статей, и каждая процитирована по 20 раз, у вас все равно будет индекс Хирша 10. Потому что у вас 10 статей. Здесь вот нужно понять вот эту тонкую грань, которая определяет, как высчитывается индекс Хирша. Если у вас 20 статей, и они процитированы по 20 раз, тогда у вас будет индекс Хирша 20. В чем на самом деле проблема с индексом Хирша? Да? Это не самый лучший показатель. Почему? Потому что, во-первых, он был рассчитан на такие науки, как физика, медленно развивающиеся. Я прошу никого не обижаться, но это действительно так. Есть науки, которые очень активно развиваются, да? Допустим, медицина. И невозможно... Основная критика в чем этого индекса? Вы не можете сравнивать двух ученых из разных областей по индексу Хирша. Потому что, допустим, физик, который всю жизнь проработал, издавая какие-то фундаментальные труды о физике, да, у него может быть в конце жизни индекс Хирша максимум 20-30. Это будет прям потолок-потолок. Но есть ученые, которые работают в сфере медицины, которые публикуют статьи, я не знаю, там 3-4 статьи в год. Соответственно, медицина очень активно развивается, и количество цитирований в медицинских науках, ну, она несопоставима с количеством цитирований в гуманитарных науках, допустим. И индекс Хирша у медицинского исследователя может быть 200. Он действительно может быть 200. Соответственно, когда мы сравниваем ученых по индексу Хирша, мы всегда должны в первую очередь сравнивать сами отрасли, а потом уже самих ученых в рамках этих отраслей. Мы должны сравнивать исследователя в области медицины с исследователем в области медицины, а исследователя в области физики с исследователем в области физики, потому что в зависимости от развития, динамичности развития любой из отраслей, соответственно, будет меняться и индекс Хирша. Ну и второе, наверное, самая главная критика этого индекса – это то, что опять-таки, он учитывает только количество цитирований, он не учитывает качество материала, он не учитывает качество статей. То есть вы не можете, это только продуктивность ученого вы можете оценить, пишут ученые статьи или не пишут ученые статьи. Вы не можете по индексу Хирша сказать, пишет ли он хорошие статьи или не пишет он хорошие статьи. Также этот индекс Хирша не работает с молодыми учеными, потому что, ну, молодые ученые, конечно, в силу своей молодости у них не может быть очень высокий индекс Хирша. И мы всегда приводим пример, вот есть математик Галуа, который умер в 20 лет, но который издал фундаментальные труды по математике, но у него индекс Хирша всего лишь 4, и у него индекс Хирша так и останется на уровне 4, потому что его просто, ну, он умер, его не существует, да, этого человека уже. Соответственно, вот он остановился на 4, я остановился. Альберт Эйнштейн. У Альберта Эйнштейна, несмотря на то, что он издал очень много фундаментальных трудов, но в то время не было цитируемости, у Альберта Эйнштейна индекс Хирша на сегодняшний день тоже 4. Поэтому нужно понимать, что индекс Хирша – это, опять-таки, не самый, скажем так, объективный показатель качества труда ученого, да, и в принципе продуктивности тоже. Также необходимо понимать, что базы данных, разные базы данных, они высчитывают разный индекс Хирша в зависимости от тех трудов, которые были процитированы в рамках этой платформы. Да. Индекс Хирша вы можете найти и на платформе Scopus, вот я наверху вам показываю, видите, вот Scopus, H-индекс вы видите, да, и на платформе Web of Science, вот внизу вы видите, да, тоже есть H-индекс ученого. И вы здесь как раз таки вы видите, что у того же Стивена Хокинга, вот я привожу Стивена Хокинга, да, у него один из самых высоких H-индексов по физике в мире, но при этом, смотрите, Scopus дает ему H-индекс 78, а Web of Science дает ему H-индекс 83. Почему это? Потому что здесь просто другое количество документов, здесь 179 публикаций учитывает Web of Science, а Scopus учитывает только 160 публикаций. Поэтому я к чему это говорю? К тому, что индекс Хирша в зависимости от платформы может иметь разное значение. Вы не знаете, сколько раз ваша статья процитировалась на Web of Science. Вы не знаете, сколько ваша статья процитировалась в базе данных Scopus. Соответственно, индекс Хирша будет меняться. Он не будет меняться значительно, ну понятно, но тем не менее вы видите разницу. Вот, допустим, здесь разница в 5 единиц. Для кого-то индекс Хирша 5 единиц – это огромная разница.
Ну, здесь, конечно, мы понимаем, что Стивен Хокинг в любом случае это автор с высокого уровня. Но, допустим, для Казахстана, для казахстанского ученого индекс Хирша 5 это высокий показатель, очень высокий показатель. У нас на самом деле не очень много авторов, ученых с индексом Хирша 5. Вот. Я думаю, здесь тоже более-менее стало понятно, я презентацию обязательно отправлю. Последнее, на чем мы сегодня остановимся, да, я понимаю, что все уже устали, и слишком много информации, но тем не менее, давайте мы последнее закрепим, быстренько пройдемся по хищническим журналам. Что такое хищнический журнал? Смотрите, почему это важно. Хищнические журналы, само понятие зародилось в 2010 году, есть такой известный список Джеффри Билла. На самом деле этот список Джеффри Билла, он стал такой камнем преткновения для очень многих издательств. Вот. Джеффри Билл – это просто библиотекарь. Вот представьте себе, это обычный библиотекарь, профессор, который работал в университете штата Колорадо. И вот он в 2010 году предлагает понятие «хищнический журнал» после того, как понимает, что очень многие ученые получают предложения от странных журналов, ну, которые предлагали ученым опубликоваться в своих журналах, скажем так. Немножко изучая вот этот вот вопрос, Джеффри Билл, задавая вопрос этим журналам, да, редакторским коллегиям, он заметил, что на самом деле эти журналы абсолютно неизвестны и непонятно как, есть ли вообще у них редакторские коллегии. И он начал потихоньку выводить эти журналы, скажем так, на поверхность и уличать их в обмане. Он составляет список. В 2010 году начал составлять свой самый известный первый список, который был заблокирован несколько раз, на самом деле, разными издательствами. Потому что очень много издательств, на самом деле, таких маленьких издательств, грешили, скажем так, хищническими журналами, потому что не было просто элементарно должного количества редакторов, которые бы работали над журналом. На сегодняшний день в список хищнических журналов входит больше 1300 журналов, но вы должны понимать, что этот список, он не является официальным списком. В 2016 году вот в этот список входило 1300 журналов, но последнее обновление случилось в 2017 году, и этот список был полностью удален с сайта Scholarly Open Access, по понятным причинам, да, потому что это кому-то было невыгодно. Но, тем не менее, этот список по сей день можно скачать. Если вы зайдете в интернет, вобьете список Джеффри Билла, датированный 2017 годом, то обязательно выйдет список с более чем 1300 хищническими журналами, по которому вы можете в первую очередь проверить тот журнал, в котором вы хотели бы опубликоваться. На сегодняшний день данный список не обновляется, он не актуализируется, потому что Джеффри Билл, скажем так, проиграл самый главный суд в своей жизни. Но, тем не менее, список очень полезный. Как вообще определить хищнический журнал? Первое. Вы должны понимать, что хищнические журналы – это всегда журналы открытого доступа. Что такое журнал открытого доступа? Мы говорили на предыдущем вебинаре, но тем не менее, журнал открытого доступа – это журнал, контент которого предоставляется бесплатно, но опубликование статьи является платным. Именно поэтому все хищнические журналы, они бывают только журналами открытого доступа. Если журнал подписной, у него бесплатная публикация, но платный доступ. Поэтому нужно это понимать, эти различия. Отсутствие индексации или ложный импакт-фактор. В принципе, Web of Science никогда не публиковал журналы с хищническим содержанием. Никогда такого не было. Поэтому, если вы хотите понять, хищнический или нет, вы можете вбить журнал Web of Science и проверить его через Web of Science. Многие хищнические журналы пользуются фейковым импакт-фактором, они обозначают его SIF. Оригинальный импакт-фактор обозначается SJR, а SIF – это неправильный импакт-фактор. Если вы видите такую аббревиатуру SIF, то, соответственно, вы можете понять, что журнал уже хищнический. Быстрое принятие статей к публикации. Как правило, такие хищнические журналы вам обещают очень много. Во-первых, они вам могут сами написать с предложением опубликоваться в своем журнале. Во-вторых,
они предлагают очень короткое время для публикации. 1-2 месяца они вам обещают, что ваша статья выйдет. В таких журналах, потому что отсутствует контроль качества и вообще отсутствует какой-либо процесс рецензирования статей. Еще один признак – политематичность журналов. На самом деле политематичность журналов – это такой один из самых ярких признаков того, что, скорее всего, журнал хищнический. Есть такой журнал, вот вы посмотрите, International Journal of Pharmacy and Technology. Это действительно был такой журнал хищнический. Не может журнал быть и в сфере фармакологии, и в сфере технологий. Скорее всего, журнал, у которого очень странное название из разных отраслей, 100% он хищнический. Несоответствие публикуемых материалов тематики издания. Вот этот журнал of Pharmacy and Technology очень много публиковал материалов, которые абсолютно не относились ни к фармасе, ни к технологии. Он мог опубликовать статьи по политике, какие-то гуманитарные статьи по медицине и так далее. Вы должны понимать, что, как правило, журнал, нормальный журнал, у которого есть нормальная редакционная коллегия и нормальный процесс рецензирования, он всегда остается в одном формате, в одном объеме. То есть если у журнала 100 страниц, плюс-минус 100-110 страниц, никогда не будет такого, что внезапно журнал стал 500 страниц или там 200 страниц. Это большое увеличение страниц. Всегда журнал остается приблизительно в одном объеме. Соответственно, если вы просмотрите предыдущие, вы можете запросить у журнала предыдущие выпуски, допустим, ну, так как журнал открытого доступа, это не проблема, и посмотреть на количество даже элементарно страниц предыдущих выпусков. Если оно сильно меняется, количество страниц, то здесь у вас должны возникнуть подозрения, почему такое происходит. Скорее всего, журнал хищнический. Очень много статей с признаками плагиата, но чтобы это обнаружить, конечно, здесь нужно вам будет провести какую-то работу над этим. Реклама. Никогда журнал, который имеет хорошую репутацию, нормальный журнал, верифицированный, не будет вставлять никакой рекламы ни на своем сайте, ни в своих страницах. То есть если вы видите в журнале рекламу чего-то, понятно, что журнал, скорее всего, ну, в 99% он, конечно, хищнический. Если у вас возникают вопросы относительно рекламы, которая есть в этом журнале, напишите редактору и спросите, почему так много рекламы в этом журнале. Рассылка электронных писем с предложением опубликоваться в журнале. Важно понимать, что если вы неизвестный ученый, и вам пришло предложение от журнала опубликовать свою статью в этом журнале, журнал хищнический. Единственный момент, когда вам можно написать верифицированный журнал с предложением опубликовать статью, это если вы очень известный ученый, которому предлагает написать обзорную статью. Во всех остальных случаях журнал хищнический. Не ведитесь на те объявления, которые вы получаете на почту от журналов. Не будет журнал самостоятельно предлагать вам написать статью. Состав редакционной коллегии. Вы можете запросить у редактора состав редакционной коллегии, он вам даст имена, и они, скорее всего, будут вымышленные. Вы можете прогуглить каждое имя, и если никакой информации об этом ученом нет, это вымышленные имена. И внешне такие журналы всегда стараются быть похожими на известные всем журналы. Вот здесь есть чек-лист для определения хищнического журнала. Вы можете, когда вы получите нашу презентацию, вы можете этот чек-лист для себя сохранить, скопировать, вырезать. Здесь я прикрепила две ссылки, да, SciMago список и список Web of Science Master Journal List, где вы можете всегда проверить. Это актуализируется, эти два списка. Вот внизу видите, в конце 10-й пункт. SciMago и Web of Science Master Journal List. Это списки журналов, хищнических журналов. Вы можете всегда, вернее, здесь не хищнический журнал, здесь нормальные журналы, вы можете по этим спискам сверять свои журналы. Если в какой-то журнале хотите опубликоваться, проверьте его по этим спискам. Если он здесь есть, значит, все хорошо. Журнал хороший, журналу можно доверять. Если его здесь нет, то, скорее всего, он хищнический. И опять-таки, по этому чек-листу пройдитесь, посмотрите. Я думаю, что, в принципе, ну, я думаю, здесь довольно-таки подробно расписано, как не попасться на уловки хищнического журнала. Главное условие, главное требование. Всегда ищите этот журнал в Scopus или Web of Science, поищите, я вам 200% заверяю, что такие издательства, как Wiley, Elsevier и Springer,
Taylor and Francis, Oxford University Press, Cambridge University Press, они не работают с хищническими журналами, у нас просто их нет и не может быть. Поэтому, когда вы публикуете свою статью, выбирайте, пожалуйста, крупное издательство, крупное известное академическое издательство, у которого есть идеальная, скажем так, репутация на рынке издательств. Этот список, на самом деле, ну, я думаю, что он такой полный, понятный, и самое главное, еще я знаю, что у нас наши казахстанские авторы, они очень часто пользуются услугами посреднических агентств. Вы можете посредническими агентствами пользоваться, услугами и фирмами, да, которые предлагают услуги по публикации статей, но вы должны понимать, что в любом случае ответственность будет лежать на вас. Вы должны посмотреть договор с этим посредником, именно найти пункт на то, чтобы вот эта посредническая компания или фирма вам могла гарантировать, что ваша статья не попадет в хищнический журнал. Я просто вам для примера скажу, что в 2020 году, по-моему, да, у нас вот узбекистанские ученые опубликовали 500 статей в хищнических журналах. Это был такой очень большой скандал, что некоторые издательства на самом деле на какое-то время, ну, прекратили работать с узбекскими учеными. Поэтому это очень важно понимать, насколько важно. Вот здесь даже была ситуация, вот когда я сказала, что вот International Journal of Environmental and Science Education, то есть вы видите название, тоже казахстанские ученые в 2019 году опубликовали 200 статей. И после чего Scopus, и он был индексирован в Scopus, убрал журнал из своего перечня. Тоже такая была печальная статистика для Казахстана, но тем не менее она была. И политематичность журнала всегда тоже говорит о его недобросовестности. Если вы видите, что журнал имеет в себе разные отраслевые названия, скорее всего, он хищнический. Вот. Ну что ж, коллеги, давайте закругляемся. Мы уже целый час с вами ведем вебинар. Я приглашаю вас на нашу страничку Customer Success. Можете пройти по ссылке. У нас там есть какие-то готовые вебинары, которые могут вам помочь разобраться в нашей платформе, в материалах, в наших ресурсах. Если есть вопросы, я буду рада на них ответить. Здесь есть мой электронный адрес.